Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугуни». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня с гостями, которые подключатся к нам в эфир. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 67 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать работу на информационном фронте. А этот блок я хочу начать со следующего информационного сообщения. Военные эксперты назвали причины отставки Руслана Хамчака с должности главнокомандующего вооруженными силами Украины. Главной причиной является конфликт с министром обороны Украины Андреем Тараном. Об этом сообщил сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов. Давайте послушаем его цитату. Дуже багато було до нього питань з цього приводу. У прощальному пості він перераховує усі свої досягнення, але насправді багато з цього було зроблено ще Віктором Муженком. У реформі Збройних сил України під структури НАТО теж не все ідеально. Багато в чому це була реформа табличок. С нами сейчас на прямой связи Михайло Самий, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння. Пане Михайло, вітаємо вас, салям алейкум. Доброго вечера. Пане Михайло, как вы в целом оцениваете последние кадровые изменения в оборонном секторе Украины, в частности, отставку Руслана Хамчака? Я расцениваю, в принципе, эту ситуацию абсолютно естественной, поскольку, по моему мнению, давно нужно было провести смену поколений в командовании Вооруженных сил Украины, поскольку тот же Хамчак является все-таки представителем еще советского поколения генералов, которые заканчивали училища, академии в Советском Союзе, у них старый подход, менталитет. И я считаю, что, в принципе, и реформы, то есть имплементация, собственно, реформ в вооруженных силах идет очень тяжело, потому что значительная часть именно высшего командования практически не понимает суть этих реформ. То есть они патриоты, они профессионалы, но, к сожалению, нужно уже уступать место. Просто пришло время уступить место более молодым. И я считаю, что та генерация, которая пришла на смену, то есть и командующий вооруженными силами, и начальник генерального штаба, командующий объединенными силами, это люди новой формации, это люди имеют боевой опыт, но при этом они выросли как офицеры и генералы уже при независимой Украине, и поэтому я думаю, что при них реформы пойдут быстрее и все-таки в правильном направлении. Совсем недавно Верховная Рада Украины приняла закон о увеличении количества военнослужащих. Это хороший закон, это хорошая новость для оборонного сектора Украины? В современных условиях вообще говорить о численности вооруженных сил, которая влияет каким-то образом хорошим или плохим на эффективность вооруженных сил, я бы вообще не стал. Сейчас выигрывает армия не количеством абсолютно, а естественно качеством. То есть армия должна превращаться в высокотехнологическую систему, которая представляет собой разведывательно-ударный комплекс, который действует по принципам network-centric warfare, то есть центричной войны, которая и выигрывается не количеством людей, абсолютно неважно, у тебя 1 миллион человек или 100 тысяч. Но если говорить конкретно об этом законе, то он связан с другим законом, законом о национальном сопротивлении, который регламентирует, в свою очередь, несколько направлений изменений в вооруженных силах, в том числе и по принципам призыва, по принципам формирования территориальной обороны, по принципам формирования и проведения других мероприятий. Поэтому именно вот закон один
стал причиной принятия другого закона о небольшом увеличении вооруженных сил. Также, пане Михайло, сегодня стало известно, что президент Зеленский назначил бывшего посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко главой миссии Украины при НАТО. До этого мы слышали огромное количество критики относительно того, что такого представителя еще нет, пока что не назначена глава миссии Украины при НАТО. И вот сейчас, наконец, эта новость появилась, наконец есть такой человек. Как вот присутствие уже Натальи Галибаренко может повлиять на взаимоотношения Украины с Североатлантическим альянсом и в вопросе получения, предоставления нам ПДЧ, вступления Украины в НАТО? С одной стороны, действительно, такой человек должен быть. Естественно, очень плохо, когда глава миссии при НАТО отсутствует, потому что миссия при НАТО — это фактически посольство Украины в НАТО, и которая занимается, в принципе, реализацией всех задач, которые ставятся президентом Украиной, в принципе, по отношению НАТО. И поэтому все развитие сотрудничества между Украиной и НАТО с точки зрения технических вопросов, с точки зрения реализации политики действительно реализуется в Брюсселе, в том числе и главой миссии. Но с другой стороны, если говорить о том, что глава миссии может решить вопросы, которые стоят выше, я бы сказал, на глобальном геополитическом уровне, то, конечно же, не стоит завышать планку ожиданий. То есть, что я имею в виду? Если мы говорим о решении каких-то технических вопросов более интенсивно, в том числе по реформированию вооруженных сил, в том числе по реформированию Украины как государства с точки зрения стандартов НАТО, да, это будет быстрее. Но вопрос по предоставлению ПДЧ, он явно не относится к техническим, он явно не относится даже к военно-политическим вопросам. Это вопрос геополитического плана. И, к сожалению, пока сами члены НАТО, многие из членов НАТО не готовы к тому, чтобы предоставить Украине план действий по членству в НАТО, именно из-за того, что они опасаются обострения отношений с Россией. ПДЧ – это единственный механизм для вступления в Североатлантический альянс? Или же есть какие-то другие механизмы? Если да, то почему нас загнали именно в рамки ПДЧ? Дело в том, что исторически, конечно, существовали разные примеры вступления стран в НАТО. Если говорить о 50-х, 60-х годах, никаких ПДЧ не было. Все это решалось действительно в рамках внутренних процессов Альянса. Когда распался Советский Союз и стал вопрос о том, как принимать новых членов, первая волна, то есть Чехия, Польша, Венгрия, они принимались без ПДЧ. Но дальше, когда пошел разговор о других странах Восточного блока, выработали стандартную процедуру, стандартный алгоритм, который готовил страну к вступлению в НАТО. То есть сейчас мы смотрим на эту процедуру слишком как-то с завышенными какими-то оценками. На самом деле это просто алгоритм подготовки страны к НАТО. И я уверен, что Украина достойна присоединению к этому плану, потому что еще в 2008 году мы были готовы вступить и присоединиться к ПДЧ. Но, к сожалению, именно и в 2008 году в апреле на Бухарестском саммите и сейчас срабатывают именно интересы членов НАТО, которые не хотели бы видеть Украину сейчас в альянсе, которые поддаются давлению России. Здесь не механизм виноват, не то, куда нас загоняют. План действий по членству в НАТО — это всего-навсего алгоритм, который помогает стране меняться в сторону подготовки к членству НАТО. И когда этот процесс заканчивается, а здесь, кстати, нет временных никаких ограничений, то есть некоторые страны, которые вступают, они 10 лет и 15 лет пребывают в этом состоянии, ничего страшного. Поэтому я не вижу вообще причин, чтобы Украине не предоставить такой план. И Украина могла бы 2, и, может быть, 5, может быть, 10 лет готовиться к этому. Тем более, что глава страны, которая является чуть ли не самой основной страны НАТО, Джозеф Байден, говорил о том, что наличие территориальной проблемы не является препятствием для вступления Украины в НАТО. Абсолютно не является, естественно, тем более не является предоставление плана действий по членству. Когда будем мы говорить о уже вступлении в НАТО, это будет, опять же, подчеркну, возможно, через 10.
возможно, еще больше. А вот по поводу плана действий по членству вообще не существует никаких ограничений. Это может быть любая страна, которая является кандидатом на вступление в Альянс. Таким образом поступали ко всем странам, которые вступали уже после первой волны расширения Альянса. Если мы говорим об уровне стандартизации Украины на данном этапе, это сколько процентов? Я вообще не понимаю, что такое проценты стандартизации, потому что, например, переход штабов батальонов на процедуры штабной культуры и штабных процессов НАТО — это сколько процентов? Стандарты НАТО — это не цифры, стандарты НАТО — это не калибры автоматов, стандарты НАТО — это не диаметр колес в колесной технике и так далее. Действительно, есть технические стандарты, но есть стандарты, которые регламентируют, я думаю, они более важные, регламентируют действия именно командования, действия штабов на разных уровнях, действия войск и действия политических органов. Дело в том, что НАТО не только обращает внимание на вооруженные силы. НАТО при вступлении страны обращает внимание на деятельность спецслужб, поэтому у нас идет реформирование и службы безопасности, и разведки и так далее. НАТО обращает внимание на борьбу с коррупцией и так далее. Поэтому в процентах это невозможно вычислить. Я думаю, здесь наиболее важным является действительно приближение, в том числе и ментальное. Вот мы говорили о том, насколько важно является изменение командования вооруженных сил. Я считаю, что такое изменение является одним из ключевых. То есть если ментальность командиров меняется, они становятся приближенными как раз к стандартам НАТО, именно по пониманию поля боя, по пониманию отношений к военнослужащему, к подчиненному. Потому что советский подход и западный подход, они абсолютно разные. И если новое поколение и высших командиров, и командиров других уровней будет меняться, я думаю, ускорение в переходе на стандарты НАТО будет абсолютно другим. И вообще подготовка Украины к вступлению в НАТО будет абсолютно другой. И, пане Михайло, последний вопрос, который я хотела задать. Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если будет нужно для безопасности, то в Беларусь будут введены российские войска. Что это означает для нас? Спроста ли вдруг Лукашенко стал говорить об этом? Есть ли угрозы для Украины? Такая угроза существует с 1997 года, когда был создан союз между Россией и Беларусью. Мы просто забываем об этом. В 1999 году была создана группировка, общая группировка вооруженных сил Беларуси и России. И с тех пор по всем руководящим документам в Беларуси и в России в особый период военное время белорусские вооруженные силы фактически становятся частью вооруженных сил Российской Федерации. И в принципе все эти годы Россия может ввести свои войска на территорию Беларуси в рамках совместной группировки. И особенно это делается вот во время учений. То есть будет учение «Запад-2021», которое уже готовится, уже прибывают российские войска на территорию Беларуси. Активная фаза будет в сентябре. И мы увидим, насколько будет увеличена группировка. Для Украины наиболее опасным является размещение российской авиации, российских ракетных баз, российской разведки, сил специальных операций. Почему так? Потому что с территории Беларуси тяжело проводить сухопутные операции в связи с особенностями географии. Там болота, леса и так далее. То есть операции такие вот традиционные проводить тяжело. А вот наносить авиационные ракетные удары, применять силы специальных операций против Украины Россия может очень активно. Поэтому Украине нужно готовиться к этому и усиливать свою противоракетную, противовоздушную оборону и противодиверсионные действия. Дякую вам дуже, пане Михайло. Чохсагл у нас Михайло Самич був з нами на прямому зв'язку. Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії, роззброєння.